Эффективность производства увеличилась до 10% по техническим показателям и коэффициенту использования оборудования. Таковы результаты проекта по повышению операционной эффективности в Нюрбинском комбинате. Что поспособствовало таким показателям, расскажет Мария Урцева. Это не какие-то книжные цифры откуда-то взяты, то есть это реально организовано этими же людьми на этой площадке. Производительность карьерной техники выросла на 10%. Таков первый итог внедрения пилотного проекта «Идеальная смена» в Нюрбинском комбинате. В его рамках алмазодобытчики повышают эффективность использования горной техники. Об этом специалисты отдела развития производственной системы «Алроса» доложили гендиректору алмазной компании во время его рабочей поездки в Накын. Мы рассматривали и опробовали разные схемы организации работы самосвалов и экскаваторной техники с тем, чтобы посмотреть, какие фактические результаты мы можем добиться с точки зрения повышения использования оборудования. И в этой части у нас и организация пересменки, без пересменки так называемая с колес, то есть когда она требует минимальное количество времени. В рамках этой работы мы организовали и помещения для приема пищи и отдыха для водителей самосвалов. Мы использовали в полной мере автоматическую диспетчеризацию горно-транспортного передела. Это тоже нам позволило значительно сократить простое ожидание самосвалов под экскаваторами, с тем, чтобы обеспечить большую эффективность этого передела работы. Помимо этого в Нюрбинском ГОКе работали и по другим направлениям, например, по улучшению производительности обогатительной фабрики. Совместно с специалистами ГОКа проанализировали планы работ на большой остановочный ремонт, который проводился в апреле месяце. Совместная работа позволила нам найти резервы и сократить длительность этого ремонта на 9 дней. То есть это дало значительную возможность увеличить объем обработки руды на обогатительной фабрике. Генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов побывал на производственных объектах Нюрбинской площадки. Посетил обогатительную фабрику номер 15, алмазные трубки Батообинскую и Нюрбинскую. Крайне важно поддержать ту команду изменений, которая здесь работает последние месяцы, и руководство ГОКа, потому что очень хорошие результаты. Мы нащупали ряд решений по повышению производственной эффективности, по нашей работе фабрики и работе самосвалов, погрузочных машин. И мы видим уже самые главные результаты. Это десятки тысяч карат, это сотни тысяч кубов горной массы. И самое главное, что Нюрбинский ГОК идет даже с хорошим перевыполнением всех планов. И это, безусловно, приятно и оказывает поддержку всей группе «Алроса». И самое главное, мы тем же самым оборудованием, с тем же самым количеством людей, практически тем же самым, мы можем добывать больше, мы можем обогащать больше и, соответственно, результат общий, вклад в копилку АК «Алроса» будет только увеличиваться. И что здорово, руководители других ГОКов и руководители цехов, руководители автотранспортных предприятий приезжают сюда и из Удачного, из Айхала, из Мирнинского ГОКа и видят уже, какие решения можно применять на других ГОКах для того, чтобы также повышать операционную эффективность. По словам Сергея Иванова, проект операционной эффективности показывает хорошие результаты и в ближайшее время заработает также в Удачнинском комбинате. Мария Урцева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».